В Москве в подъезде собственного дома убита известная журналистка Анна Политковская. Убийца поджидал ее у лифта. Стреляли из пистолета Макарова 4 раза. Политковская была неразборчива в выборе врагов. Наши спецслужбы, но руками чеченцев. Подконтрольный теракт. Управляемый теракт с большими человеческими жертвами. Добиться от нее настоящего расследования и признания своих ошибок. Рамзан Кадыров, вот этот омерзительный младший сын Кадырова, который возглавляет на сегодняшний день вот этот эскадрон смерти при Кадырове. Кадыров – это Сталин наших дней. Вторая война – это знак равенства с Путиным, потому что и Путин знак равенства с войной, потому что он был избран на волне этого мощнейшего военного пиара. Мотивы могут быть самыми разными. Да, действительно, эта журналистка была острым критиком действующей власти в России. Но степень ее влияния на политическую жизнь в стране, в России, была крайне незначительной. Личность преступника установлена. Московский окружной военный суд оправдал сегодня всех фигурантов по делу Анны Политковской. Верховный суд отменил сегодня оправдательный приговор. Убийца скрывается, заказчик не установлен. Пока заказчик не найден. Мосгорсуд признал Дмитрия Павлюченкова виновным по делу об убийстве Анны Политковской. На этот раз на скамье подсудимых 5 человек. Все 5 фигурантов признаны виновными, а 2 приговорены к пожизненному заключению. Еще 3 фигурантов от 12 до 20 лет. На свободе остается лишь заказчик убийства. Анна, за свою жизнь не боитесь? Нет, каждый боится. И тем не менее все равно... А что делать?